С 20 марта в Чебоксарах будет временно ограничено движение большегрузного транспорта. Мораторий продлится до 18 апреля, а до этого времени въезд в город автомобилем, чья общая масса превышает 5 тонн, будет запрещен. Соответствующие знаки установят на въезде в город по Марпасадскому, Канашскому, Алатырскому, Ядринскому, Вурнарскому шоссе. Там же будут работать 5 стационарных пунктов весового контроля. На дороге также выйдут бригады, задействованные в передвижных комплексах. Особое внимание будет уделяться и работе самих сотрудников. Глава города Евгений Кадышев напомнил, что в последние годы было много нареканий к качеству обслуживания в пунктах весового контроля. Автомобили большегрузные с перегрузом не регистрировались, проезжали, их пропускали. Сам пункт весового контроля был укомплектован людьми, которые не особо интересовались тем, насколько перегружен автомобиль, который едет мимо. Вот в современных условиях в 2020 году, как вы будете бороться с такими вот нарушениями, недостатками со своей стороны? Была большая работа проведена в 2019 году по поводу персонала пунктов весового контроля. Это было в 2018 году. В 2019 году уже, в принципе, замечаний было гораздо меньше. Сотрудники на постах отработали без серьезных замечаний. Постоянный надзор велся как сотрудниками нашего управления, так и контроль осуществлялся муниципальным контролем города Чебоксары. Я думаю, в этом году мы тоже сделаем все, чтобы посты отработали без замечаний, без каких-либо нарушений законодательства. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, органических и минеральных удобрений, почты. Для остальных большегрузов предусмотрена оплата. Размер возмещения вреда дорогам рассчитывается от разрешенной максимальной массы и нагрузок на оси. Пропуск может быть разовым, а также выдаваться на весь период действия ограничения. В прошлом году в городскую казну дополнительно поступило около 20 миллионов рублей. В зале собрались почти все участники регионального чемпионата, а на него в этом году заявились более 400 молодых профессионалов из Чувашии, Татарстана, Московской, Нижегородской, Самарской, Тульской области и Санкт-Петербурга. Участников движения «Молодые профессионалы» поприветствовал и руководитель региона. Вот это движение «Молодые профессионалы» – это не просто соревнование. И мне кажется, сами места тут не важны. Мне кажется, каждый, кто сделал шаг вот в этот чемпионат, уже сделал успех. Потому что, прежде всего, он испытает себя. Увидит, что делают другие. И тем самым, вот через такое состязание, через такое соревнование, через такое проявление мастерства вы задаете новый стандарт образовательного процесса среднего профессионального образования. Состязаться участники будут в 63 компетенциях. Конкурсные испытания пройдут на 18 площадках в Чувашии. На базе техникумов и колледжей в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске. Кстати, в этом году на чемпионат впервые заявились мастера старше 50 лет. 25 возрастных конкурсантов продемонстрируют свой опыт и умения в компетенции сварочные технологии, кирпичная кладка, сантехника и отопление, дошкольное воспитание и предпринимательство. И таким образом навыки мудрых будут передавать начинающим мастерам. Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского, к примеру, участвует в чемпионате с 2015 года, активно направляя на состязания своих студентов и параллельно выступая в роли организатора. В этом году на базе учебного заведения создано 8 площадок по 6 компетенциям. В этом году у нас по компетенции дошкольное воспитание участвуют участники, кому за 50. По навыке мудрых 5 участников из наших преподавателей нашего колледжа и воспитателей детских садов Чувашской республики. Борьба за титул лучших молодых профессионалов в рабочих профессиях будет идти всю неделю. Итоги подведут 29 февраля. Победитель регионального этапа соревнований получит право пройти отбор для участия в финале национального чемпионата. Он пройдет в июле в Новокузнецке. Сегодня мы вместе с родителями чебоксарских 11-классников попытаемся сдать ЕГЭ по истории. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. О, оказывается, испытания начинаются уже здесь. Проходим.
Подобную процедуру контроля, чтобы в аудиторию случайно не попали мобильные устройства, сегодня прошли все без исключения родители. В 59-ю школу пришли 63 человека. Точно так же в дни проведения настоящих экзаменов досматривают и школьников. Процедура стандартная, говорят организаторы акции, и особого беспокойства вызывать не должна. Эдуарду Василькову сдать пробный ЕГЭ предложили учителя дочери. Согласился, не раздумывая. Мне стало интересно, я решил присутствовать на экзамене, посмотреть процесс, потому что рано или поздно нас тоже это ждет. Пока все интересно, спокойно, даже не нервничаем. Нет. Не нервничать взрослым помогают вода и шоколадки. Они есть в каждой аудитории. Ну и подбадривающие слова координаторов акции. Кстати, экзаменаторы еще и раздают ценные советы, к которым лучше прислушаться. Обратите внимание, пожалуйста, на них, потому что по-разному пишется, например, цифра 1 и краткая. За края рамочки выходить нельзя. Такие же ЦУ буквально через 3 месяца услышат и выпускники. Тогда стартует основной этап сдачи ЕГЭ. Организаторы пробного экзамена постарались максимально приблизить условия проведения к реальным. Родители же должны объяснить детям, что бояться нечего, а ЕГЭ – это всего лишь жизненный этап, который здорово закаляет нервную систему. Кстати, закаляли ее сегодня и сами родители. На протяжении последних лет взрослые в качестве пробного экзамена сдавали русский. А в этом Рособорнадзор предмет изменил. В этом году мы пишем историю. Не зря выбран этот предмет, потому что Российская Федерация большой юбилей в этом году. Это 75 лет с момента победы в Великой Отечественной войне. И поэтому было принято решение на уровне Российской Федерации именно выбрать этот предмет. Пробный экзамен по истории писали не только родители чебоксарских учеников. Акция прошла еще и в Новочебоксарске, Шумерле, Канаше, Ядрине, Маргаушском, Аликовском и Шимушинском районах. А те папы и мамы, которые не смогли сегодня прийти в школу, могут попробовать свои силы на официальном информационном портале ЕГЭ. Там тоже есть варианты заданий. В Чебоксарах практически 30% младшеклассников постигают азы плавания. В столице республики на базе 9 школ открыты 12 бассейнов. По словам начальника управления образования города Дмитрия Захарова, в этом учебном году 12,5 тысяч школьников посещают занятия по плаванию. Все они проходят под наблюдением медицинских работников. Более 70 учителей имеют подготовку по преподаванию плавания. Им помогают 15 внештатных инструкторов. В 9 школах, в которых есть бассейны, обучение проходит в рамках 3-го часа урока физкультуры. В остальных – во внеурочное время. Основной упор делается на привлечение к занятиям учеников 4 классов. К концу года они все должны пройти курс обучения плаванию. На базе спортивной школы имени Тихонова имеется возможность обучать плаванию еще 250 учеников 4 классов. Правда, здесь требуется у нас автомобильное средство, автобус. Предполагается, что с марта месяца мы данный школьный автобус выделим для перевозки детей, обучающихся в школах Южного поселка и юго-западного микрорайона, так как здесь бассейнов не хватает. Кроме этого, около 255 детей будут направлены в муниципальные республиканские бассейны, в том числе наши школы – это 1-ю, 37-ю, 45-ю, гимназию 5-ю. Таким образом, в марте текущего года охват обучением плаванию учеников 4 классов составит около 70%. И уже в 4-й четверти мы ожидаем, что до 100% учеников 4 классов пройдут необходимую подготовку по обучению плаванию. Первоклассник Степа Парамонов с удовольствием принимает участие в умных переменках. Благодаря им у детей есть возможность сделать веселый и продуктивный перерыв между уроками. Для младшеклассников чаще всего проводятся танцевальные переменки, где они могут выплеснуть свою энергию. Переменки помогают отдохнуть, ведь на уроке мы много думаем, ведь надо же отдохнуть, размяться там. Можно потанцевать. Я бы хотел, чтобы они проходили каждый день. Пока такие умные переменки в школе проходят дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Но при этом каждый раз организаторы придумывают что-то новенькое. Флешмобы, танцы, мастер-классы, познавательные игры. На умных переменках мы играем в разные игры, такие как молекулы и атомы. Это польза для детей, так как у них появляется интерес для изучения различных наук. А у нас, у старшеклассников, появляется возможность больше времени уделять предметам школьным.
Проект «Умные переменки» на базе 18-й школы реализуется уже 3-й год. При этом он рассчитан на всех учеников школы. Например, мальчишки-старшеклассники в перерыв играют в шахматы, девчонки мастерят поделки. Самая большая польза от этого проекта, мне кажется, состоит в том, что наши дети научились планировать свое пространство. Они понимают, что школьная жизнь не стоит на месте, и если ты сможешь на переменке восстановиться, то на следующем уроке ты получишь качественные знания. Сейчас в школе к реализации проекта начали привлекать волонтеров. Это позволяет охватить умными переменками как можно большее число учеников, а волонтерам реализоваться в общественной деятельности. В Чебоксарах собрались представители экстренной медицины почти со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Сейчас во многих регионах идет объединение служб скорой помощи и медицины катастроф. Проблемы взаимодействия участники намерены обсудить именно в Чебоксарах, где процесс слияния признан самым успешным. Приехали с интересными докладами. Я думаю, что это поможет нам для дальнейшего взаимодействия, роста, хочется совершенствования. Высокая оценка, она дается сегодня, но надо ее обязательно поддерживать и надо стремиться быть еще лучше. Год работы единой экстренной службы в Чувашии показал ее эффективность. Цифровые технологии, модернизация управления, оснащение современным оборудованием, в том числе и планшетами всех бригад, и обновление автопарка. За 4 года 189 машин поступило в распоряжение всех подстанций скорой помощи республики. У нас Екатеринбург, Свердловская область, да, регион побольше. Мы отталкивались не от скорой помощи, а от санавиации. У нас центр объединенной санитарной авиации. Вот, тоже мы гордимся нашими технологиями, много чего, так сказать, достигли. Но вот здесь, в Чебоксарах, что бы я хотел, так сказать, вот перенять, это, конечно, прежде всего диспетчеризация, информатизация, ну и вот взаимодействие, по сути дела, это единая служба. Активное развитие экстренной помощи в России заинтересовало и коллег из Германии. В свою очередь, они намерены также поделиться опытом. Делаю здесь презентацию о способах и средствах воздушного спасения с помощью санитарной авиации. Отсутствие в арсенале вертолетов, пожалуй, единственный минус в работе Центра медицины катастроф республики. Но учитывая компактность региона и грамотное расположение межрайонных центров, врачи скорой укладываются в сроки доезда. И в этом году в Чувашии тоже начнет работать санавиация. На мой взгляд, это сегодня такой пример для большинства субъектов Российской Федерации, как должна быть организована экстренная помощь для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и понимали, что они не брошены один на один с болезнью, а они реально под контролем, и все, что можно было им сделать, или все, что можно им сделать, будет сделано обязательно. Специально всю Россию привезли в Чебоксары для того, чтобы показать, как такие центры должны существовать. Главное в работе чувашской скорой помощи – одинаковая доступность и качество медицинского обслуживания для каждого жителя. Для взрослого и ребенка, для пациента большого города и сельчанина. В холле столичного Ледового дворца сегодня тесный. Тренеры, представители, а в столицу Чувашии своей команды делегировали почти 50 регионов страны, старались побыстрее пройти официальные процедуры. Так что члены мандатной комиссии работали, не поднимая головы. Интернет-заявки команд необходимо подтвердить документально. Мандатная комиссия проверяет соответствие спортсмена в соответствии с положением о соревнованиях, о допуске на эти соревнования. Изначально это то, что спортсмен прошел отбор через чемпионаты федеральных округов города Москвы, Санкт-Петербурга или через чемпионаты спортивных ведомств нашей страны. Затем это, естественно, то, что спортсмен здоров, и врачи его допускают, по состоянию здоровья может принимать участие в соревнованиях. Естественно, уровень и требования квалификации спортсмена, то есть это первый разряд и выше. И, соответственно, принадлежность этого спортсмена тому региону, которому представляется. По данным мандатной комиссии, на 16 часов регистрации прошли почти 600 спортсменов, которым предстоит в течение 3 дней определить сильнейших в 3 дисциплинах – мужское и женское спортивное самбо и боевое самбо. Всего будет разыграно 27 комплектов наград. Чемпионат России по счету 71-й. Однако цена победы ныне весьма высока. Год у нас очень такой важный для нас. Это 75 лет Победы. И вся страна
отмечает. Все наши соревнования посвящены этой дате. Ну, естественно, столетие республики. Это тоже важная очень дата. И в такой юбилейный год мы проводим чемпионат России. Для нас это точно очень почетно. У самбистов накануне старта самое популярное место – разминочный зал. Проверка веса – процедура необходимая. На центральной площадке Ледового дворца Чебоксар-Арена наносятся последние штрихи. Уже завтра здесь, на этих коврах, определятся обладатели золотых наград чемпионата России по самбо образца 2020 года. Борьба с серой занятостью идет во всех районах города. Как отмечают сотрудники ведомства, чаще всего нарушения выявляются в парикмахерских, автомойках, ремонтных мастерских, в сферах розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. Первый объект проверки – офис швейного цеха на проспекте Мира. На двери нет даже вывески, но работа за ней явно кипит. Конечно, открывая засов, здесь не предполагали увидеть нежданных гостей. Сотрудники налоговой службы сразу же выявили нарушения. Данным работникам вы когда заключите трудовой договор, если на сегодняшний момент вы с ней его до сих пор не заключили? Если Татьяна согласна остаться со мной работать, то я готова заключить. Вот она с января месяца у вас фактически уже работает больше месяца. Да? До сих пор нет с ней трудового договора заключенного. Нет, я бы сказала нет. И вы нет. Почему? На вопрос, почему нет договора, работодатели отвечают просто. Они не хотят официально трудоустраивать сотрудников, чтобы не платить дополнительные налоги, страховые взносы и не сдавать отчетность. При этом сами работники не понимают, что таким образом лишают себя достойной пенсии и иных социальных выплат. Следующее место проверки – кафе быстрого питания на улице Патриса Лумумбы. Здесь вежливо обслуживающий клиентов продавец после нескольких вопросов сотрудников налоговой службы сразу поменяла квалификацию и, оказывается, пришла сюда просто кого-то заменить. Официально работаете, да? Нет, я просто пришла на смену. На смену пришла. Вы кого-то сказали, сейчас позовете. Позовите, пожалуйста. Возволнованная женщина за прилавком не смогла уговорить владельцев кафе приехать на место. Сотрудники ведомства пригласили их на заседание комиссии. После таких оперативных обследований налогоплательщики самостоятельно устраняют выявленные нарушения и, как правило, уже редко нарушают и стараются уже соблюдать налоговое законодательство. Но и бывают такие недобросовестные, с которыми приходится работать по несколько раз. Только в прошлом году в Чувашии проверили около 4000 субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате после легализации трудовой деятельности в бюджет дополнительно поступил НДФЛ на 67 миллионов рублей.